Всем привет, друзья! Я Диктова Массира. Сегодня я решила приготовить борщ с фрикадельками. Вот кое-что подготовила. Не стала вот это все перекладывать в какие-то фиалки для красивой картинки. Главное, чтобы все было чисто и вкусно. Вот у нас очень хороший фарш. В прошлый раз готовила с мясом на косточках. Получилось очень вкусно, без зажарки, причем из-за того, что бульон был жирный. А это фарш из того же мяса. Сюда не добавлено ни соль, ни перец, ни лук, ничего. Прям так и буду готовить. Раньше мы, когда фарш делали на заморозку, мама любила добавлять много лука, соль, перец. Вот вытащил и приготовил. Один раз я говорю, давай не будем заморачиваться, просто фарш уложим в морозильник, а потом по мере надобности будем добавлять. И так получилось вкуснее. Если тефтельки готовлю, я добавляю сюда рис. Мама, если котлеты готовит, она сюда же добавляет лук, а я просто добавлю в саму кастрюлю. Это у нас не соленые помидоры, это у нас замороженные помидоры. Я их в холодной воде подержала, сейчас сниму кожицу и все. Морковка, лук, зеленый лук сверху в кастрюлю добавлю. У нас еще есть зелень, но я ее не люблю, в кастрюлю добавлять не буду. Еще сейчас несколько картошек почищу. Самое трудное для меня в борще это нарезать капусту, потому что все ножи уже тупые. В доме у нас нет мужика, кроме меня. Ну как смогу, так и нарежу, хоть маленьким ножом, хоть как-нибудь. В общем, все, начинаю готовить, друзья. Кому интересно, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду рада вашим комментариям. Я знаю, что больше готовят на мясе, на косточках. Я тоже всегда готовлю по-разному. У меня есть несколько рецептов. Сегодня решила приготовить так. И вы тоже попробуйте. Это будет очень-очень вкусно. Все, наши фрикадельки готовы. Сегодня сделала их крупными, чтобы не возиться. Картошку почистила. Закидываю в кипящую воду. И почти сразу нарежу картошку и тоже закину мелко. Потому что мясо очень свежее, вкусное, прям пахнет вкусно. Но долго вариться не будет, конечно. Вот готова наша картошка. Все, друзья, сделала самое свое любимое дело. Нашинковала капусту вот этим маленьким ножом. Вот этот большой уже ничего не режет, просто они меня бесят. Дальше все вот это подготовлю и в конце закину вместе с капустой. Сегодня такой легкий борщ у нас. Обычно делаю целую сковородку зажарки, но в прошлый раз маме понравилось без зажарки. А для меня главное, чтобы она хорошо покушала. Она пьет очень много таблеток, лекарств. Мы недавно делали операцию на сердце. Готовлю в большой кастрюле. Маленькая пыталась, бесполезно. Потом пачкаю 2 кастрюли. Смотрите. Пенка прям светлая-светлая. Когда мясо бывает вкусное, свежее, пенка вот такая светлая. Запах просто прелесть. А то иногда мясо варишь, а запах какой-то требухи бывает, знаете, что-то добавили. А это очень вкусное мясо. Все, у нас почти все готово. Все нарезала. Обычно делаю зажарку, я уже говорила. Сегодня просто буду закидывать в кипящую кастрюлю. А капусту в самом-самом конце. И зеленый лучок. Вы добавляете, что вы хотите. Одна мне звезда писала, а где сало, а где чеснок? Ну, сало мы не едим. В юбке я знаю, что полезен бараний, но мы его тоже не любим. А чеснок я добавляю не в борщ, а просто нарезаю на пластинки и подаю в тарелочке. А здесь в аджике тоже есть и чеснок, и морковка, и соль, перец, уксус, все. Это обычная магазинная паста. Кстати, видите, я сверху добавляю подсолнечное масло, и тогда верхняя часть не портится. Все. Пошла жара. Я обычно не люблю вареный лук, но в прошлый раз борщ получился вкусный. Сейчас еще надо чайник поставить. Кипяток может быть нужен в любое время.
А борщ я люблю густой, чтобы ложка стояла. Кто-то добавляет уксус, кто-то добавляет лимонную кислоту. Но это все в моей аджике. Я смотрела рецепты, где капусту варят целый час. Я такую капусту не люблю. В самом конце 2-3 минуты закипела и выключаю. Люблю хрустящую капусту в борще. И многие, я знаю, из моих друзей, из родственников даже любят борщ на 2-й, на 3-й день. Я люблю борщ вот только приготовила, капуста хрустит, добавила кислую магазинную сметану и с хлебушком. Это очень вкусно. Чуть-чуть нарезала укропчик свежий. В субботу покупала на Северном. Но это для мамы. В кастрюлю добавлять не буду. Кто любит, положит в тарелочку. И петрушку, может, порежу. Смотрите, какой у нас красивый цвет. Сейчас закину капусту. Добавила 2 ложечки томатной пасты. Она уже под аджикой. И несколько ложек аджики. Ну, 1/3 700-ки банки примерно. Сейчас уже посолю, поперчу. В конце чуть-чуть добавлю кипяток и выключаю. Все, друзья, наш вкусный и быстрый борщ готов. Потратили меньше часа. Если бы я варила мясо на косточках, это прошло бы как минимум часа 1,5-2, пока оно хорошо разварится. Хотела вам фрикадельки показать. Они все вниз ушли. Видите, все целое и вкусное. Сейчас выключаю, накрываю крышкой и пусть настаивается. Мама сейчас кушать не будет, но попозже буду ее кормить. Всем хорошего дня, друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, какие еще рецепты борща есть у вас. А я вообще, еще раз повторяю, я не фуд-блогер. Я даже не блогер, я просто человек, обычный человек. Просто мне нравится снимать и общаться с вами. У меня есть другая профессия, по которой я сейчас не работаю, из-за того, что у меня болеет мама. Это для меня важнее. В общем, всем хорошего дня, готовьте с удовольствием, кушайте с аппетитом, угощайте своих родных и близких. Пока-пока.